Тынчесен мисс Аланла. В этом видео я хочу поговорить на такую тему, как Аланы Казахстана и Кыргызстана. Почему молчат те, кто остался на территории Казахстана и Кыргызстана? Я думаю, в первую очередь они остались даже там по той причине, что прекрасно понимали ту ситуацию, в которую попадет наш народ при возвращении на свою родину. А именно, наш народ попал в волчью яму. Наш народ, когда вернулся на свою родину, реабилитирован не был ни в какой вообще мере. Не было никогда никакого возрождения, про которое кричат постоянно вот эти вот турбопатриотики с этими текметами 3 мая, 28 марта. Да и кричат они об этом как раз по той причине, чтобы замылить нам всем глаза, что якобы мы там возрождение пережили какое-то. Вы спросите у наших дедов поколения, там, да, кто живой остался еще, если кто-то еще остался там вообще живой. Вы спросите у них, было это возрождение или нет. Я вот когда приехал на территорию Балкарии, пока я туда ехал, я очень удивился, знаете чему? Проезжаешь через кабардинские поселения, да, вот Кабарды. Там стоят 2-3-этажные дома, поля, все вот это вот, да, там прямо, ну, 21 век, собственно говоря. Только заезжаешь на территорию Балкарии, как будто бы попал в средневековье, как будто бы не в Украине, а у нас прошла только что какая-то война. Все разваливается, все, как, я не знаю, ну, вообще просто хаос какой-то. С чем его сравнивать? С Сомали там или с Нигерией там, да, вот, где там трущобы города Лагос. Вот такая вот ситуация. И я думаю, по этой причине Аланы Казахстана и Кыргызстана сделали такой вот выбор. Вот. Потому что на самом деле возвращения как такового и не случилось. Мы на своей родине сегодня хуже, чем мигранты находимся. У нас нет никаких прав практически. Такие вот у меня мысли. Эсен Күрешейк.